Короче, я дома купил аккумулятор для своей Тойотки, Авалончика. Потому что, короче, у меня, скорее всего, батарея села. Ну, не скорее всего, села батарея. Машина вообще не хочет заводиться. До этого плохо работал стартер, то есть он вообще не крутил. Я вначале думал, что это стартер. Он плохо крутил, но плохо, потом вообще перестал. А сейчас вообще электричество в машине, по сути, не зажигается. Какие-то лампочки горят, но в целом приборка не загорается, ничего. Ну, то есть сел аккумулятор. Сейчас буду ставить. Купил самый дешевый. На всякий случай. Да, так что машинка старая, ну, как бы 2007 года. 14 лет машине, конечно, нужны замены какие-то. Это неизбежно. Аккумулятор видно, что старый. Я его вот сейчас сдал, мне скидку сделали там 15-16 долларов. 19 долларов, по-моему. Сделали скидку, то есть ресайкл, все нормально, все как надо. Вот, и вышло, короче, 85 долларов все это. Вот. Ну, я не уверен, конечно, но надеюсь, что проблема в аккумуляторе. Ну, это по-любому. Просто я вначале думал на стартер. Ну, блин, стартер все равно геморройно менять, покупать. Хотя он стоит, наверное, столько же, чуть, может, дороже, чем аккумулятор новый. Вот, но это просто работать надо там. Выкручивать все, доставать этот стартер. Разбирать чуть-чуть машинку надо. Вот. Неохота этим как бы заниматься, аккумулятор гораздо проще. Но все равно какой-то кайф есть копаться в своей машине, заниматься ей, что-то менять. Все равно какое-то удовольствие получаешь, такое, как хозяйственник такой, что-то делаешь. Потому что знаю, что я сейчас аккумулятор поменяю, я буду уверен уже в аккумуляторе. Когда ты сам все это меняешь, ты как бы, у тебя уверенность есть, что вот это ты сам делал, что это должно как бы прослужить столько. А вот сейчас я на чужой машине, я не знаю, ну, в смысле, для меня она все равно пока чужая. Я ничего там не трогал, ничего не менял. И я не знаю ресурса, сколько это отходит. Когда ты сам меняешь, ты хотя бы понимаешь, ну, вот что вот это должно хотя бы столько-то отъездить. Такой ресурс у него. Все, ты уверен. А вот когда берешь бэушную машину, конечно, тебе никто ничего гарантировать не может, что сколько отъездит. Не знаешь, сколько отъездит двигатель. Потому что ты не знаешь, как меняли масло, вовремя ли его меняли. Не можешь это предугадать, предсказать. Масло, кстати, надо поменять, да, заехать. Фу! Эврика завелась, все отлично. Стартер работает хорошо. Вот, поставил новый. Нанотехнологии у меня здесь. Эти надо менять, стойки тоже. Гидравлические эти. Не гидравлические, как они называются. Сломанные. Не работают. Так, ну что, у нас гости тут. У нас Люк приехал. Люк из Лос-Анджелеса. Ой, с Лас-Вегаса. Вот у нас первый гость по Ворм-Шаурсу. Приехал на велосипеде он своем. Вот у него тут велосипед стоит. Так что так здорово принимать гостей, велопутешественников тоже. Вот его велик легенький, карбоновая рама, вообще легкий. Такой классический туринговый велосипед. Вот сумочки тут. Ну, круто вообще. Вообще все класс. Классно. Так, мы сейчас гуляем с Люком, вон. Пришли вот на смотровую площадочку на Питтсбург.
вниз и спуститься. Ja. Ну что, мы, в общем, взяли котенка. Вот малыш. Или малышка. Пока непонятно, но, по-моему, малышка. Короче. Два было котенка, мы взяли одного, потому что вот этот котенок просто не кричал. Тот кричал, как мы его взяли. Нет, более спокойней. Он пусть ходит сейчас, изучает. Just like He's been through a lot today. Надечка, любишь котешку? А? Я делать. Я не хочу вот делать. Маленькие носками там. целуй. Да нет, Чего? это бонусы. Ну тогда макушку целуй голову. А там узкие есть посою. Осторожно, только нежно, нежно. Yeah, somewhere. Yeah, I couldn't tell where it was this morning after that first glance I saw. Люк у нас собирается. Сегодня воскресенье, он вчера там отдохнул нормально. Вот, собрался. Снарядился. О, GPS-ка вон есть такая. Класс, карта. Бумажная карта. Вот веломаршрута. Ну, специальный, короче, веломаршрут, что Америку пронизывают везде. Вот есть бумажная карта для этого. Снаряжение все современное, то есть нет никаких багажников, как у нас у обычных российских путешественников. Вот все крепится такими вещами, ну то есть мало вещей, минимум вещей. И это как бы мода такая. Ну, у всех разные цели, у всех разные задачи, поэтому не всем нужно много вещей, и не всем хватит вот таких багажников, наоборот.
Все, мы отправили Люка. Сейчас убираюсь в машине, здесь порядок надо навести. Ну, забрать свои вещи, так пропылесосить здесь. Поеду сейчас мыть машину, пропылесосить. Ну что, доброе утро. Я в Огайо, в Акроне. Сейчас я не разгрузился, потому что, короче, этот холодильник я привез. Они говорят, что мы не можем его разгрузить. Несмотря на то, что у них есть форклифт, но они говорят, мы так, типа, форклифт не предназначен для этого. Хотя не раз я уже разгружал этот холодильник с того форклифта. Ну, вообще, то есть, ну ладно, в общем, хер с ним. Сказали до 3 ждать дня. Еще дофига мне времени. Сейчас время 9, 10 час только. Ну, раз есть время, сделаю дембельский аккорд, помою машину. Приехал на моечку. Буду ее намывать. Так, ну все, прощаюсь с малышкой. Сколько мы с ней объездили, получается где-то около 70 тысяч миль на ней я проездил. Но что-то не грустно даже. Так только чуть-чуть. В классных местах побывал, а так вообще не грустно. Оставляю ее тут в сервисе, в дилере. Ну что, все, я приехал домой. Приехал на такси. В общем, мне компания заказала такси с Кливленда в Питтсбург. Я даже не знаю, сколько это стоит, но там приличная сумма, 100%. Это там долларов 300, может быть 400. Ну, нормально. Там 116 миль. Ну, 300, я думаю, где-то так. Все, эпопея моя рабочая, дальнобойческая закончилась. И слава богу. Back in a second. 2-1 Cardinals. Swings and misses. Late on that fastball, 93 right down the middle. Strike one. That shows you. Все, начались мои затяжные выходные. Ну, не затяжные, но которые могу себе позволить, в принципе. Вот, гуляем сейчас по Питтсбургу. Открываем для себя Питтсбург с новых обзорных точек. Вот эта стрелка. Здесь я никогда не был. И вообще здорово. Классно. Вечер классный, погода классная.
100 лет так не гуляли по городу, чтобы по темным углам ночью найти такие темные углы, как в России нашли. Вообще здорово. Без освещения, без асфальта. Да, без освещения, без асфальта, старая брусчатка из-под асфальта пробивается, так здорово. Ну, реально старые районы. Питтсбург все-таки старый город по американским меркам. И много всяких старых построек. Просто темно было, не поснимал. Ого, вот эта погодка. Шторм прям конкретный. Так долго уже, минут 20, наверное. Ветер сильнючий. Сейчас еще получше стало, а вот до этого прям вообще. Как ключ это папа. Только эта ачка можно присоединить. Айчик, кто хочет порулить? Да. Давайте вместе с Дакой дрын-дрын. Ты видела? Вот Ой. туда воня. Молния! Молния. Моня тут. Молния! Молния. Ой, зеркало. Ой, Айчик там. Здесь.